прямом эфире «Чеченские вести». Я Рамзан Абуев и мои коллеги-журналисты готовы поделиться с наиболее значимыми событиями. Ассаламу алейкум. Чем запомнится вторник, 1 июля. Кузница героев. Благодаря всемирной поддержке главы Чеченской Республики Героя России Рамзана Ахматовича Кадырова у нас есть возможность заниматься с детьми в таких прекрасных условиях. Школьники из Чукотки проходят военно-спортивную подготовку в Российском университете спецназа. Сколько продлится смена? Читай во имя твоего Господа. Все дети обучаются аскарам, дуа, 99 именам Аллаха, правильному совершению намаза, омовению и так далее. И все это в игровой форме. Юные муталимы получают религиозные знания в медресе ас-Солихин в Грозном. Как благословенные тексты формируют их путь в современном мире. Чистый город. Благодаря оказываемому правительством вниманию в виде субботников, столица становится с каждым днем все более благоприятной и комфортной для жизни ее жителей. В Грозном продолжаются масштабные работы по благоустройству. Какие изменения в столице уже заметны? В Грозном состоялось первое заседание обновленного состава Совета при главе Чеченской Республики по развитию гражданского общества и правам человека. Его провел руководитель администрации главы правительства Галас Таймасханов. В ходе собрания участники обсудили приоритетные направления работы и утвердили план мероприятий. Руководитель администрации главы правительства отметил, что важным приоритетом работы Совета должна стать защита прав участников СВО. Также рассмотрели варианты создания различных платформ для диалога, призванных обеспечить условия для реализации идей и инициатив граждан. Сегодня перед Советом стоят новые задачи и вызовы. Это касается и вопросов дальнейшей поддержки гражданских инициатив республики и развития системы вовлечения населения в общественные процессы. Важным приоритетом работы Совета должна быть защита прав участников специальной военной операции. Мы обязаны обеспечить поддержку и защиту тех, кто отстаивает интересы нашей страны, рискуя своей жизнью. В завершение заседания отличившимся членам Совета вручили благодарственные письма. Уполномоченного по правам человека Мансура Салтаева наградили благодарственным письмом президента России за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу. Сегодня было переизбрание членов Совета. Сейчас в состав вошли молодые люди. Я уверен, что работа пойдет. Те условия, которые созданы для правозащитных институтов и общественных организаций, как в республике, таких моментов очень мало в регионах. В Российском университете спецназа проходит летняя военно-патриотическая смена «Время юных героев». Подростки из разных регионов уже приступили к интенсивным занятиям, в их числе ребята из Чукотского автономного округа. Программа смены включает обучение огневой, снайперской, тактической и инженерной подготовки, а также освоение работы из БПЛА. Сколько дней продлится смена, знает Магомед Азиев. В данный момент на базе Российского университета спецназа имени Владимира Путина проходит вторая военно-спортивная смена «Время юных героев». Данные учения отличаются тем, что наряду с чеченской молодежью участвуют гости из других городов и республик страны. Проявить себя из Чукотского автономного округа прибыло 15 школьников. Вместе со своими сверстниками из Чеченской Республики гости с Чукотки будут проходить подготовку по таким направлениям, как огневая подготовка, тактическая медицина, снайпинг, управление беспилотными летательными аппаратами, инженерная подготовка. Также они примут участие в различных мероприятиях, культурной программе, ознакомятся с достопримечательностями и красотами Чеченской Республики в ходе экскурсионной программы. Мы очень надеемся, что это первые гости из Чукотского автономного округа, но далеко не последние. На ближайшие 14 дней это их дом, пятиразовое питание, униформа и все необходимое предоставляется им бесплатно. В первый день по программе у ребят проходит обучение первой медицинской помощи. Они с большим энтузиазмом приступают к работе по затягиванию жгутов, быстрого реагирования на различные ранения и самостоятельной остановки кровотечения. Смена включает в себя также обучение разным военным дисциплинам. Для полного погружения практика ведется на специальных полигонах, где все приближено к настоящим военным действиям. Тут гражданские
Дети не скрывают восторга, потому что это их первый опыт в таком ремесле, где они могут обучиться много новому и полезному, получают важный опыт, да и просто проведут весело время. Один из участников, Андрей Никулин, отмечает, что начальные этапы сильно впечатляют, и что идея посетить лагерь была точно правильной. На самом деле, смотря где я живу, на Чукотке, тут намного интереснее, намного больше возможностей что-то узнать новое. Основная задача лагеря – военно-спортивная подготовка молодежи и их патриотического воспитания. Вся надежда на то, что в дальнейшем навыки, полученные здесь, пригодятся им в жизни, чтобы, если будет необходимость, они могли помочь своим родным и близким. Проходить обучение ребята будут в течение 2 недель. За эти 14 дней планируется не только привить им воинскую дисциплину и дать навыки поведения в различных экстремальных ситуациях, но также и научить их командной работе, чтобы в дальнейшем они понимали и осознавали смысл слова «товарищ». Магомед Асиев, Джабраил Хаджиев. Вести, Чеченская Республика. В Гродненском нефтяном университете стартовала 3-я университетская смена. На этот раз приехали 100 школьников из Донецкой Народной Республики. В течение 10 дней юных гостей ждет насыщенная программа лекций, мастер-классы и увлекательные экскурсии не только по Грозному, но и по живописным горным районам. Университетские смены – это проект Министерства науки и высшего образования России «Движение первых». Он призван помочь школьникам с выбором будущей профессии и дать импульс к развитию их творческого потенциала. Впечатления великолепные, очень радушные люди, очень красивые и душой, и внешностью, и вообще здесь красота неимоверная. Мы очень довольны всем, абсолютно, организацией, встречей и самой программой. Так что все прекрасно. Неужели равны те, которые знают, и те, которые не знают, гласит аят суры Толпы. Вдохновляясь этой мудростью благородного Корана, юные муталимы медресе ас-Солихин в Грозном погружаются в мир религиозных знаний. Первое откровение, ниспосланное посланнику Творца, повеление «Читай», стало не только призывом к изучению священных текстов, но и универсальным наставлением к неустанному поиску знаний всегда, везде и во всем. Как благословенное учение формирует путь молодых поколений в современном мире, расскажет Лимда Джамалдинова. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين. Халиду Битмирзаеву всего 6 лет. Мальчик с раннего возраста мечтает стать хафизом. Каждый день он с нетерпением ждет уроков в медресе ас-Солихин, где его цель становится ближе к реальности. Внимательно слушает своего учителя и является примерным учеником. Учреждение открылось совсем недавно, но уже успело зарекомендовать себя. Здесь для детей в возрасте от 3 до 8 лет разработана специальная программа, по которой они обучаются основам исламской веры. Как правильно молиться, делать дуа, читать аскары и совершать омовение. Уроки проводятся в игровой форме. Ищущие знания изучают арабский алфавит, учат имена Всевышнего и даже читают суры. Каждый ребенок может день суда сделать так, чтобы Аллах поставил корону на голову их родителей. Начало этому человек прикладывает здесь. В каждой группе у нас от 30 до 40 детей. Существуют как старшие, так и маленькие группы. И таким образом учительница и нянька, смотрящая за ними, они вместе их обучают. Преподавательский состав медресе состоит из опытных специалистов, которые имеют высшее образование и закончили исламский университет. Допускаются к урокам они только через сдачу экзамена в муфтияте. В регионе изучению религии уделяется большое внимание. Активно строятся мечети, школы хафизов и медресе. Руководство республики создает условия для того, чтобы молодое поколение могло получать качественное образование и усугублять свои знания о вере. Название медресе ас-Солихин выбрано не случайно. В переводе с арабского оно означает «сад праведных». И за этими словами скрывается глубокий смысл. Здесь детей не просто обучают основам ислама, здесь воспитывают личность, формируют характер и закладывают духовный фундамент на всю жизнь. Лимда Джамалдинова, Алисхан Кацулов, Вести, Чеченская Республика. Облагораживают территорию, ремонтируют дороги, проводят субботники. В Ножеюртовском районе полным ходом идет подготовка к ежегодному фестивалю народного творчества «Биноевская весна». Ежедневно трудятся волонтеры, красят трубы, скашивают траву. Ни один участок не остается без внимания. Репортаж Рабины Гатиевой.
В преддверии Биноевской весны в Нажаюртовском районе проходят субботники. Все ради общего дела и любимого праздника. Биноевская весна – одно из самых ожидаемых культурных событий года. Вновь объединяет жителей Нажаюртовского района. К ежегодному фестивалю народного творчества здесь традиционно готовится заранее и основательно. Этот год не стал исключением. Массовое направление задействовать на Украине, к направление Балбишу, Адалмо, Иула. На территории района проходят субботники. Волонтеры очищают обочины, облагораживают улицы и общественные пространства. Яхиев Али – один из тех, кто помогает не впервые. С самого утра мужчина занимается покраской газовых труб. Говорит, что делает это с радостью и от чистого сердца. Подготовка к фестивалю идет активно. Это уже 11-я по счету Биноевская весна. И, как и всегда, здесь ожидается большое количество гостей не только из Чеченской Республики, но и из других регионов России и зарубежья. Невзирая на капризы погоды, жители села Биновидино и работники муниципальных организаций трудятся без перерыва. Очищают придорожные территории от мусора и сорняков, косят траву. Все работают плечом к плечу. Как обычно, праздник Биноевской весны, دلح سرق ديردو دال مولح كيشم هنتل ديخل بيزش بديك خير بوطولارا ديردو основной там дошло проблем что да вопрос дадуле инд уборка очистить ищичана подготовка к празднику так пищеблок на хечин на окон на газ вода все деялинию дал молах что дрейж молах что белшбеш. Место проведения фестиваля выбрано не случайно. Живописные пейзажи Нажаюртовского района в окружении гор Кавказа позволяют в полной мере прочувствовать атмосферу национального праздника. Мероприятие вновь станет площадкой поколений, культуры и души народа. Рабиат Гайтиева, Магомед Басаев, Магомед Таков. Вести, Чеченская Республика. В Грозном кипит работа. Город преображается, белят деревья, обновляют фасады зданий, убирают каждый уголок. Этот марафон чистоты развернулся по инициативе Рамзана Кадырова, объединив тысячи людей. На улице, в парке, скверы вышли все, от государственных служащих до волонтеров и активных жителей. Их цель проста – сделать столицу более уютной и привлекательной. Репортаж Магомеда Азиева. Во время растущей урбанизации и потребительского отношения к окружающей среде субботники приобретают новое значение. Это способ не только физически очистить пространство, но и обратить внимание общества на важность современных действий во имя общего блага. На проспекте имени Владимира Путина организованы работы по внешней облицовке жилых домов. Сотрудники Газпромтранса занимаются обновлением внешнего облика здания. Ведутся работы как в дневное, так и в вечернее время, чтобы минимизировать неудобства для жителей. Благодаря оказываемому правительством вниманию в виде субботников, столица становится с каждым днем все более благоприятной и комфортной для жизни ее жителей. Не прошли стороной также улицу Сайханова. Затронуты 30 коттеджных домов, на 22 из которых облицовочные работы близятся к завершению. Ответственный за данный участок является Управление Федеральной налоговой службы региона. Начиная от покраски, заканчивая освещением улиц и подъездов. Все работы выполняются первоклассно. Местные жители благодарят участников за труд и внимание к их дворам и улицам. Для них такие преобразования имеют особое значение. В общем, свежий дом, красивый, чистый. Параллельно внешним работам проводятся реконструкции и благоустройство территорий. Детская площадка с новым спортивным и развлекательным оборудованием находится на финальной стадии. Ориентировочно дата сдачи объектов состоится в августе этого года. Магомед Азиев, Алисхан Кацулов, Адам Юнусов. Вести, Чеченская Республика.
От стильных гостиных и уютных спален до функциональных кухонь и практичных детских. Теперь каждый желающий может найти идеальное решение для своего дома в мебельном салоне «Амилис». Торжественное открытие состоялось в селении Гойты. Салон предлагает широкий ассортимент качественной мебели на любой вкус и бюджет. Репортаж Рабины Гайтиевой. Развитие предпринимательства – один из главных приоритетов политики руководства Чеченской Республики. Все больше предпринимателей открывают собственный бизнес при поддержке государства и региональных программ. У нас приоритет не останавливаться на этом и достигать больших высот, чтобы это помогало и для экономики нашей республики, и для тех, кто занимается вообще любым видом производства. В том числе и строительная компания «Хаздом», открывшая свой филиал – мебельный салон «Амилес». Каждый элемент мебели и даже мельчайшие детали созданы для долгосрочного пользования и безопасного жилья, где безупречное качество материалов и текстиля встречается с вашим комфортом. Для гостей провели экскурсию по залу. Представлены лучшие образцы мебели собственного производства. Экологичные, надежные, выполненные из натурального дерева. Все товары сопровождаются годовой гарантией, а в честь открытия действует уникальное предложение. Скидки до 40% до 15 числа следующего месяца. Команда дизайнера готова платить любые ваши идеи. От классики до сложных авангардных решений. Мягкая мебель любой сложности и тематики. Это все подвластно команде «Хаздом». На открытие прибыли партнеры и друзья – компании из Москвы, Турции и Майкопа. В числе гостей представитель бренда «Райс», поставщики высококачественных тканей своего производства. Их присутствие подчеркнуло прочные деловые связи и уважение к сотрудничеству на основе исламских и профессиональных ценностей. Мы сотрудничаем с компанией «Хаздом» уже более 5 лет. Мы уверены, что еще больше и больше развивается эта компания, потому что они настоящие профессионалы. Запуск нового филиала также посетили основатели и представители бренда Sleep Diving, чьи первоклассные матрасы теперь официально представлены в Чеченской Республике через мебельный салон «Амилес». У них очень хорошее качество и кровати, и мебели. У нас качество матрасов премиум-сегмента, поэтому мы считаем, что для этой республики, которая знает вкус, наши матрасы будут в самый раз. В рамках мероприятия была подчеркнута социальная миссия компании. В сотрудничестве с общественной организацией «Даймок» установлен ящик для пожертвования. Часть выручки с продаж направлена на помощь детям-сиротам. شال ساعد صونا خ أو شو باش عارف تير دوش سيما خ تانا يالخلي درهم شينا يالخلي درهم. Выбор локации не случайный. Благодаря расположению новый салон будет удобным для посещения жителям из соседних республик. Сильная мебель и достойный сервис. Это село Гойты, улица Свободная, 16. Рабиат Гайтиева, Ислам Нацуров, Руслан Магомадов. Вести, Чеченская Республика. На этом пока все. Много интересного контента смотрите на аккаунтах Вайнаха в социальных платформах. Я Рамзан Абуев, и пусть в вашей жизни будут только позитивные вести.